Так, утро доброе. 20, получается, 4 сегодня мая. Ну и ночью Култук проехал. Вот в Байкальске ночевал. И вот он, Байкал. Ну да, уже все, растительность вся распустилась, все листья. Уже так видно кое-где. Вот это место, одно из них, где с дороги можно посмотреть. А так в основном... Грузовичок подвинется, хондайчики, давай работай. Это кто-то где-то тут работает. В общем, катим дальше. Погода 13 градусов, но сейчас еще тут 8 утра. Я в Байкальске, получается, до Байкальска доехал ночью, потому что ну, нигде было постоять особо. В общем, едем вдоль Байкала. 300 осталось до Улан-Удэ. Да, штиль, погода отличная. Тут капитальный ремонт. Ого, ого, как жестковато. Да, я говорю уже, ленивец, когда отжат, у него, видно, амортизация не такая, как на машине. Он почему-то прямо долбит в него именно. Когда вот такие поперечины переезжаешь. Вроде там и нету такого сильно ничего. Вода вообще отлично прозрачная. Ну, видно камушки аж. Ну да, где-нибудь бы подкрасться к Байкалу. Не знаю, можно... Там есть место где-то. Вот я на легковой машине останавливался прям рядом. А вот где, как вспомнить? Какой-то деревушки. Ну, на фуре, наверное, вряд ли станешь. Тут мало места для грузовиков. Плюс там желез... Ну, получается, лес и железка. В общем, да, у меня по пути исследования везде отличная погода. Только на Урале я попал в дождь. И то потом я, кстати, проезжал. Мне Сергей, опять же, с кем в Челябинске на станции пересекались. Его водитель один проходил, по-моему, на следующий день на Урале, где я ехал по снегу. А он уже снег там. Фу, я ехал по дождю, а он в снег попал. Прямо хорошо легло все везде. Это было 20 мая там, что ли. Ну, с датой могу ошибаться, наверное, может не 20-е, там 18-е. Не, 18-е никак, я в Челябинске был когда-то. Уже, в общем, потерялся в датах. Ну, был снег, в общем. Когда 29 было в Новосибирске там. Да, дорожка так в целом ничего. Сейчас будет участок там дальше такой прямо с хорошими прыгунами. Там вообще лучше потихоньку ехать. Потряхивает слегонца. Вот он, Байкал. Ну да, так, конечно, на камеру, наверное, не особо. Ну, понятно, что Байкал. А красота так не передается. Заправился сейчас в Байкальске. Вот полный бак у меня один. И в
мостом половина. О, отсюда видно. Надо и на дорогу смотреть, мне ж камера на башке, надо как-то так натренироваться. Голову в сторону, а глаза в другую. Да, что-то не получается. Ну, вон видно дно прямо. Рыбу не видно, но дно видно, что вода прозрачная. Ладно, там сейчас, может, подъеду где-нибудь, прогуляюсь. Давайте, в целом все нормально, катим дальше. Осталось уже где-то 3000 мне, меньше 3, наверное, до точки. Да, вот еще кусочек пейзажа. На ну, горы впереди, еще и снег лежит. Ну да, чуть сейчас отошли от Байкала, надо где-то карта местности. Вот вдоль него едем. Ну да, заметил, на камеру, конечно, вроде дышишь, ну, не слышно ничего, а камера пишет, как дыхание такое, пыхтишь, сидишь. Не знаю, такая чувствительность микрофона. Да, машин, ну, сейчас утро, 8:30 это по местному, 8:40. Машин тоже мало. Не знаю, в целом, может, ездить перестали сюда. Вода прозрачная, тоже речки. Кривоватые дороги чуть-чуть. Обгоняю уже. Прям останавливаться неохота. Вот так вот сзади я вижу на всю длину там 3 легковушки. И все. А 168 у тебя получается от Иркутска. Это знак от начала объездной, я так понимаю. Ну или где-то в Иркутске там Култукский тракт начинается, 0-й километр. Так вот, видите, какая дорога, все. Вроде ям больших нет, ну все трясется. Ай, как стиральная доска вообще. На холодную, кстати, резину посмотрел, везде там давление еще и мало получается. 8,1, там 8,2 у меня. А разогревается до 10 почти. Ну, передок 8,3 был, что-то такое на холодную. Короче, такие дела. Спускать, наверное, не надо. Это ж просто все ездят, датчики-то не у всех, чтобы так видеть, а я все время смотрю уже разогретую резину в основном. Я ж не манометром меряю ее на настоящей машине. У меня получается на холодную так бы накачал 8,5 и не знал бы, что 10,5 на ходу. Так что такие дела. Оставлю как есть. Жестковато, конечно. Ну, может, это по моим ощущениям так и должно быть. Все-таки дорога была бы ровная там.
нас получается ровных дорог-то особо. Так, Чита 935. Вон УД 276. И вот Бабушкин 106. И за Бабушкиным мы уходим от Байкала уже. Сейчас начнется. Вот вот Выдрино я подъезжаю, за Выдрино начнется там яма конкретная. Вот вам включу, потом покажу ямы конкретные, а то больше нечего показывать. Вот они, просторы прибайкальские. Впереди горы. Вот видите, какое насыщенное движение. Еще на мосту как скаканем вместе с вами. Что я что-то не сбавляю. Ну, судя по всему, я ориентируюсь в плане знака нет вот этого, неровная дорога, значит все нормально. А тут как-то вроде, ну, не свежий асфальт, прошлогодний. Ничего так дорожка. Ну, стыки, видите, оп, хорошо сделаны. Ну, дальше будут ямы. Давайте включусь потом. Да, все вот. Выдрино как раз мост переезжаешь. Это Республика Бурятия уже пошла дальше. И куча знаков. Про неровную дорогу. Ну, вот этот участок прямой от Выдрина. Тут как бы лучше не разгоняться. Тоже тепло сегодня, наверное, будет. Сейчас утро, еще 15 градусов. Вот так вот. Видите, тут в плане на машине ездить свободно, никого нету, катишься себе. Ну, слегонца это неровности, но... Ну да, показать хотел большие ямы. Короче, все ровно здесь. Видно, что-то подлатали тоже, пока меня месяц не было. Видно, весенняя дорожная работа. По-моему, вот там, вот, где первые знаки были, там был большая прямо. Что-то выровняли. А может, еще дальше это будет. Ну, в общем, да, вот такой вот сюжет незатейливый. Здесь едем, солнце светит. Красота. Такое смотреть, наверное, тяжковато будет. Нету тут экшена, ничего не происходит. Давайте, ребята, в общем, будет чего, поснимаю. Удачи. Тут... Спасибо за понимание, шершенько, ребята. Да, тут впереди это не габарит, идет с таким тралом. Он пустой вроде бы как, но трал у него 3,5 метра, по-моему, шириной. Зачем-то он большим покатился. А тут ремонт у нас. Ну, новый строят, то есть даже какой хитачик гусеничный. 500-ка. Это 500 тонн, по-моему, может поднять. Ну, в пределе. И вот сразу, видите, река впадает. И Байкал.
А тут по доскам. Вот, видите, сразу коса с отмелью. И вот вода какая чистая. За мостом. Ну, стоять негде тут особо так сгонять. Хотя, может, и есть где, не знаю. Ну, некрасиво будет, если там встать. В повороте получается. В общем, вот он, Байкал. Все крадутся, сейчас будем бочками тереться друг об друга. Наверное. Да не хватает места. По краешку прямо. Да, не станешь тут, конечно. А так красивые места. Это мы, получается, Танхой проехали. Тут мост этот уже, ну, сколько я езжу, с октября все время на ремонте. Ну, стройка, ремонт, объезд. Ну, вот он рядом, за железкой. Да, дымка стоит. Ну, погода как бы летняя, но температура 12. Это видно, холодная вода Байкала тут свою температуру делает. Что солнце пригревает хорошо, но воздух сам холодный. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, я, видите, как качественно еду, не могу догнать этих негабаритчиков. Все время слушаю, как они там объезды, переезды проходят. Ну да, ремонтов добавилось. Там, вот, считай, 2. Еще мост я проезжал там с реверсом. Ну, в общем, Байкал рядышком. Вот по карте, видите, еду. Получается, вот карта местности. И вдоль прямо идем по берегу. Но за деревьями не видно. Хоть бы где-нибудь хоть парковки какие-нибудь делали, не знаю. Тут просто на грузовике вот будешь ехать, колесо или что-то. Только посреди дороги парковаться. Ну, в общем, вот так показал вам в максимальном приближении к берегу. Еще что-нибудь будем снимать. Так, вот, забрался на смотровую. Тут где-то 200 какой-то километр по трассе. Тут стоянка, площадка и Байкал. Ну, дымка стоит, так четко не видно соседний берег. Да, погода уже летняя, в общем. Красоты местные. Ладно, надо ехать дальше, в общем. Да, вот она, заход, лестница. Вон я стою внизу. Надо еще панораму заделать. Ладно, погнали. Пора ехать. А то я так и не приеду. У меня все падает и падает средний пробег. Что я так буду, наверное, дней 11 ехать. Все, давайте для связи. Вот еще место такое. А, тут уже подсыпали. А, ну видно, да, вот кусок дороги ушел.
провалился, видите. Оползень какой-то. Ну, уже давненько, ну, что-то они отгородили. Вот подсыпали в эту сторону объезд, и все. Ай, ой. И там Байкал. Вот, наверное, строители заселяются. Ну, там не знаю даже как подсыпать. Там надо бетонировать, что-нибудь, стенку подпорную строить. Ну или расширять, да, вправо. В общем, недолго. Вот Бабушкин, скоро Клюевка, сейчас Бабушкин, и мы будем уже от Байкала удаляться. За деревьями тут вот идем также по карте. Все это. Пока непонятно. Машин мало, конечно, но поворот. На легковой кто-нибудь будет лететь. Или на грузовую. А вот теперь можно. Поезда ходят. Да, у нас минус наших дорог, конечно. Так едешь на расслабуле, ну, дорога неожиданно заканчивается. Извиняюсь, что-то неудачно проснулся, видать. Да, ну все равно сказывается, уже сейчас здесь разница во времени 5 часов, как-то все наоборот. Получается, по-нашему 6 утра. Тут уже 11 сейчас. Как-то спать непонятно. Ну, по нашему времени не особо получается. Ну и едешь, пока не забодаешься. Там нашел место. Я еще с рефом работающим, особо там на стоянке не позаезжаешь, когда уже, ну, надо или рано становиться, чтобы тебе там сказали куда, или там в 3 ночи куда-нибудь зарулишь, там народ будить. Оно ж как бы непонятно, где стоят рефы, которые работают. Так что я в этот раз доехал, тут Байкальский, там Омни заправка, там расширение перед ней, просто, ну как, стал на расширение напротив, и все. Будильник завел, что-то я его не услышал, получается. Ну, чуть-чуть позже проснулся сам, типа 6 часов 40 минут, что-то такое. На табуретке на этой простоял. И вот я 2 часа еду, получается, как проснулся. Ну, чистые рулежки. Он же считает именно рабочее время за рулем. Если я остановился, молотки включаются, они сюда не входят. Ну, заглушил.
заглушил тоже, если не ставишь табуретку, то тоже молотки считается, типа работа. Пошел работать вокруг машины. Сейчас какой-то тут оранжевый на карте участок. Масштабный ремонт, наверное, какой-то за Клюевкой и Бабушкина. Вот еду, честно говоря, чересчур медленно что-то здесь. Просто надоело неожиданно подпрыгивать, там что-то оттормаживаться, там качусь и все. Вот как здесь, там раз и кусочек дороги отсутствует. Едем по встречке. Это мост еще такой узкий. Как бы разъезжаться тут, видите, какая ширина и какая под правое колесо яма. Река. Вода прозрачная. Везде чисто все, значит, дождей давно не было. Обычно дожди какая-то муть. Слегонца бывает. В общем, такие дела. Ладно, давайте, удачи всем. Да, что-то поздновато включил, наверное, в самом конце. Тут вообще решили асфальт снять или что-то такое. Дорога отсутствует. Ну, километра 2, правда. Это как раз вот между Клюевкой и Бабушкиным. Тут бы сделали бы парковку, там так внизу как раз где ремонт начинается, так прямо рядом вообще мост маленький, под ним проходишь, железнодорожный, и сразу берег был, Байкала. Ну, стоять вообще негде, совсем в наглую, как бы. Можно, может, там на рассвете где-нибудь, когда уже светло, но все спят, посреди дороги встать, сходить туда. Такие, видите, бугорки, что можно и ресивер снести. Сзади он так как бы низковато висит здесь на хвосте у меня. Ну, как бы у всех волю. Так. Там типа у меня такой еще длинный, как бы горизонтальный, а есть такой как бочоночек стоя. А это у нас что? Бабушкин. Ну, давайте уже Бабушкин посмотрите. Бабушкин это был какой-то революционер, по-моему. В честь него назвали. Могу ошибаться, правда. Вот этот трау, видите, какая у него ширина. Вот он пустой ехал. 49-й регион, это Магадан. Ну они, наверное, новые взяли просто. В Магадане есть что на таком возить. Правда, что-то мерз слабенький, 480 лошадей для такой махины. Там сам трау где-то 20-ку весит, наверное. Ну и судя по его размерам, это надо какие-нибудь 375-е Камацу возить. 475-е, там D9, D10 Caterpillar, которые там под 70 тонн все это весит. Не, ну он в принципе может этот, как тяговые редуктора, все. И 480 валовой схватит, там все равно скорость 20 км в час с такой техникой. Тут видите, регулировщики, тоже реверс, асфальт ложат новый. Еще пока мы вдоль Байкала, не прям сразу уходим, а вот она. Не, еще долго ехать.
За Бабушкиным, наверное. Это я что-то не то сказал. Получается, от Байкала большая речка, в населенные пункты и уходим. Залив даже вот какой-то есть с песчаными косами, наверное. И так надо идти. Чтобы прицеп не соскользнул в пропасть. Я вроде эти фишки не задеваю. Кажется на камеру, конечно, что я по ним еду, но на самом деле нет. Ну, видите, вот что дорогу обновляют, молодцы. Ну, лето всегда, ремонты везде, все это. Зимой гололед, летом ремонты. В общем, так и катаемся. Главное, никуда не спешить. И все будет нормалек. Краеведческий музей тут даже есть. И тоже вот на грузовике, ну где стать? Такие обочины, все. Как это, как наказанные. Магазин видишь такое, ну классно, что, магазин есть. Рад за вас. И поехал дальше. То, не знаю, по пальцам пересчитать, наверное, можно, где можно подъехать. Вот сейчас перед УАН-УД будет, там прям стоянка, ну, Роснефть, стоянка и этот... Вылетело с головы название. Ну, короче, будет там магазин. Титан этот, или как там у них сетка. Где можно хоть бананов в дорогу купить. У меня с собой, конечно, 27 тонн бананов есть, но они зеленые. Они же, получается, на корабле плыли, я не знаю, больше месяца точно. И их, получается, ну, они прям зеленые конкретно. Я даже те вез тот раз. По ним эти там и ходят по ящикам, все, вообще все равно, они как эти деревянные. Не знаю, они... И потом, когда их газируют, они начинают спеть. Ну и температуру поднимают выше 16, что-то такое минимум, по-моему. И они тогда спеют после газации в этом мешке в своем. А так они зеленые, и все, им, я не знаю, наверное, полгода можно их возить туда-сюда. Ну, единственное, что, наверное, не надо морозить их там. Сейчас мне сказали, вот 12 градусов. В прошлый раз 13 сказали, не знаю. 13 типа холодно, а 12 потеплело. Как-то так. О, блин, пока встречек нету. Кстати, я зря, наверное, в эту сиську завернул. Дорога одинаковая, только я по встречке еду. Ну, вроде звуков посторонних не было. Вот это камни еще на асфальте, когда остренькие. Резина классная, как бы, да, но в нее прямо камни заходят. У меня вот после Якутии там порезы такие есть. Ну, прямо я выковыривал отверткой там камушки. Так, а тут... Ну да, тут нигде не дойдешь. Тут главное как-то улицы вот так вот расположены. До железки. Ну а как бы... Где железная дорога, там уже чьи-то огороды, там, ну, то есть там как бы таких обустроенных подходов и нету, надо четко знать, где это находится выход к берегу. Капец, конечно, вот это вот. Все протаяло, в общем, протаяло. Грунт протаял с легонца. Надо будет остановиться, посмотреть, что как там. Ну, как бы ресивер, если бы оторвал, уже в воздух убежал. Воздух пока вот 12. Где-то 12 очков. Охлаждающая жидкость четко посерединке. Ну там в норме. Она что-то вообще
стоит на месте. Ну, еще температура масла вот там бегает туда-сюда. Она почему-то выше середины все время. Ну, в зеленом секторе. Ой, ой. Зарядка 29,2. Состояние аккумулятора вообще полностью 100%. Зеленая шкала. Состояние пускового аккумулятора тоже 100%. Трансмиссионное масло 84. Ну, расход подрос до 32,5. Ну, я просто крадусь тут, забываю разгоняться на подъемы. Ну, потому что я раз там разогнался на подъем, а там на подъеме яма. И я что-то уже в автоматическом режиме. Еду потихоньку, чтобы никуда не заскакивать. Вон внизу прямо за деревьями. Ну, вам не видно будет. Вот берег прямо. Я уже собрал там за собой. Ну, правда, я вот этих догнал с тралом. И сзади толпа какая-то едет уже. Ну, потому что все как-то побыстрее, чем я ездил здесь. Ну, в плане, я так смотрю, дорога такая, неохота прямо ехать быстро. Все несутся, как вроде 90-х ехали. Ровно, неровно. О, какой вид, видите? Вышли на Байкал. Вообще штиль полный, такой дымка, даже непонятно, где небо, где край воды сливается все. Ну вот как бы стоянка есть, но не вариант вообще. Там по лесу надо. Как раз клещи вышли, ждут таких любителей природы. Хотя так вот с клещами, с этими в детстве как-то мы за них и не знали. Лазили, дети только не лазили. В школе все время с ночевкой ходили в лес, там сплавлялись по каким-то. Надувную лодку взяли, нас там завезут куда-нибудь и плывем до города. Ну, это у нас такие приколы были. То с водозабора до старого города, там в Нерюнгри. То с Нерюнгри до Чульмана, там маршрут с одной ночевкой. На лодочке плывешься. Это после... Ну, правда, клещи были, но мы просто про них не знали. Ну, по крайней мере, так не нагнеталось в этом плане, что прямо там опасно там. Вот, кстати, место какое-то, видите, расширение, да, остановка, и туда дорога пошла. Ну, как бы не сильно далеко там. Ну, вот как вариант просто это. Ну, сейчас я уже его проторговал, получается, пронесся. Ну, можно было прям на остановке бросить машину и бегом сбегать. Да, вот это не люблю. Сзади прямо вот уперся в зад на Мерсе. Дистанцию не держит, ничего. Сейчас какая-нибудь канава тормозить начнешь, мало ли он там в телефоне сидит. Знак 50, неровная дорога. Сейчас 100% будет что-нибудь кривое. Я уже вижу, вот оно кривое это. Торчат, ну, как плывуны эти. Асфальт скучивает. Ну, видно, может, тут родник какой-нибудь там, или повышенная влажность грунта.
Хоть сколько асфальта туда наложи. Ладно, затрындился я, короче. Вот такие дела, в общем, вдоль Байкала творятся, все нормально, в общем, едем дальше. Давайте включусь там, если что будет интересно.